Ну а с танками играет и никак не наиграется житель игры. Ну а что еще в поселке с таким названием делать? Причем играет не в игрушки и даже не в компьютерной версии. Он ради забавы построил танк в натуральную величину. Снимки костей и суставов, исследования и диагнозы. Так у Андрея Леконцева начинается утро. Коллеги и пациенты Игринской больницы и не подозревают, что пока врач-рентгенолог на работе, его дом охраняет танк времен Второй мировой войны. Правда, не настоящий, а из прессованного снега. Таскали, можно сказать, с всего двора снег. Тут был небольшой сугроб, который, просто сгребали снег со двора. Мы делали из него подобного рода работу. Мы сделали вообще в первый раз. Если не считать, знаете, когда совсем был маленький, лепили снеговиков и прочее. Я думаю, что это не считается. За Родину! Махину почти в натуральную величину Алексей с младшим братом слепили фактически за неделю. Образцом послужила вот эта уменьшенная копия, когда-то привезенная из Москвы. Соседи сначала понять не могли, на какой такой фронт рентгенолог собрался. У нас сосед очень такой маленький ребенок, Степан. Он все интересовался, подходил, спрашивал. Мы пообещали ему, что когда его сделаем, тогда сфотографируем, разрешим на нем играть ему. В следующем году, наверное, построим новый. Я думаю, мы сделаем его более детализированным и с реальными размерами. Танк как-никак машины, военное оружие. Я думаю, всем должны нравиться военные игрушки. Правда, играть в войнушки на этом танке осталось максимум месяц. Снежная броня уже начала подтаивать.